Давным-давно была популярная песня «Улыбнитесь, каскадеры». Я не помню, кем хотел больше стать – космонавтом или каскадером. Но судьба распорядилась так, что я стал телеведущим. И благодаря этому у меня есть возможность рассказать вам сегодня о том, как живут каскадеры группы Nomad Stance. Мир вашему дому! Это программа «Этноспорт». Они всадники и пешие воины, писал о кочевниках Геродот. А древнегреческий писатель Лукаин сообщал, их 10 тысяч конников, пеших же пришло в 3 раза больше. По этим отрывочным сведениям можно сделать вывод, что не только конница была боеспособной у ранних кочевников. Их военная тактика зиждилась на храбрости пеших воинов тоже. Тяжелые копья номадов с одного удара пронзали сразу 2 противников. А скифский лук был вершиной развития дистанционного боя. Это о дальних предках. Казахские же номады первыми среди кочевых народов стали применять ручное огнестрельное оружие, что привело к изменению военной тактики в степи. И значение пешего боя выросло в разы. Сегодня все приемы пехоты номадов адаптировались под современность и стали спортивным многоборьем. Их успешно освоили потомки-каскадеры. И в этой программе они научат нашего ведущего сражаться с мечом. Мы находимся в специальном павильоне, который каскадеры построили для того, чтобы ставить тут свои конные трюки. Ну, вы видите, и пешие бои тоже. Моя задача за 2 часа поставить один красивый бой, потому что мне предстоят съемки, эпизодическая роль в одном историческом сериале. Ну, посмотрим. Они очень заняты, конечно, но я надеюсь, мне не откажут. У меня к вам просьба. У меня всего 2 часа для того, чтобы поставить красивый пеший бой для съемок в эпизоде исторического сериала. Вы можете мне помочь? Да, могу, но 2 часа это мало. 2 часа мало? Ладно, поставим. Так, хорошо. Ребят, для него надо будет поставить, тогда, Джандос, ты вместо него ставите драку и потом показывайте ему, хорошо? Все, хорошо. Так. Только динамично. Так, вот сейчас каскадер показывает мои действия в белой майке. Это каскадер, который ставит те движения, которые буду выполнять я. Так, я должен внимательно следить за его движениями, потому что здесь репетируется каждый жест, буквально. И очень важна последовательность жестов. Давайте посмотрим. В этой каскадерской группе 86 спортсменов, из них 12 девушки. Они занимаются тем же, что и наши предки-номады, только участвуют в битвах не в реальной жизни, а в кино. За их плечами голливудские, болливудские и почти все казахстанские фильмы, где не обошлось без каскадерских трюков. Кстати, каждый трюк они придумывают сами, и это целая постановка. Смотрите, как все здорово. Каждое действие вытекает из предыдущего. Все его движения, они как будто какая-то волна, непрерывно, ничего резкого. Все очень красиво. Щит. Укол. Фам. То, что у них уходит. Вот буквально они уже, вижу, я поставили драку. Люди опытные, профессиональные. И я вижу, что этот бой, он максимально приближен к реальности. Потому что каждое движение, оно очень эргономично и эффективно само по себе. Раз. Вот видели, да? Если ты дерешься мечом, то не обязательно использовать только меч. Можно даже взять горсть земли, кинуть ее в глаза сопернику, чтобы ослепить, и потом его зарубить. Как говорится, в войне все средства хороши. Искусство сражения в степи – это не только рубка или стрельба. Победа во многом зависела от тактики ведения боя. К примеру, воины часто прибегали к тактике обмана. Если враг превосходил по численности, то сарбазы рассыпались в разные стороны и собирались в назначенном месте. И затем неожиданно атаковали. А тактика «сбежавший кролик» заключалась в том, что воины убегали, а потом окружали врагов и уничтожали их. Отсюда. Вот сюда.
чтобы он сел. Когда нападаешь, шагаешь. Когда на тебя нападают, отшагиваешь. И причем это, да. Да. Два. Когда нападаете, Ага. отшагиваете. На вас нападают, отшагиваете. Ага. Вместе со шагом. Да. На ноги посмотри, там Угу, угу. все время. Очень важно ноги, да. Так. Ща. На. Вот ребята уже почти поставили трюк и запомнили все движения. И сейчас они будут учить меня этому. Так. Раз. Так, так, все. Ясно. Теперь Давай попробуем. Что-то пропустили, меня-то не убили. оказывается еще не все. Так. Не терпится уже мне подключиться. Давай сделаем. Давай корпус. Первое, раз. Раз, Последнюю картину будем отправить. два, три, четыре. Так. Драка получается зрелищная, да? То, что сейчас происходит, это медленно, конечно. Потом в кино это будет быстрее. Может, я мяч возьму уже? Сейчас один раз покажем. Ага, давай. Ага. Правая впереди, левая впереди, да? Ага. Раз. Отбить это как? Вот так. Раз, два. Мгм. Так. Раз. Два. Я вот так. Раз. Два. Я отсюда. Так. Раз. Забил. Теперь. Раз. Два. Три. Теперь я бью. Ага. Ловите. Давай, давай. Да. Отбил. Два. Три. Потом. Раз. Два. Три. Четыре. Меня не надо пинать. Ага. Так. Как со стороны, а? Получается-то хоть нет? Вот, ну что же, я вот, представил, как в реальном бою воины бьются. Они же бьются, наверное, на автомате, не думая, что и как. Тут сложнее, потому что мы думаем над каждым движением, оно заранее отрепетировано для того, чтобы было красиво по картинке. Но в реальном бою это все, конечно, на автомате происходит. И вот здесь мы занимаемся с вами уже полчаса. Я устал. Вот в реальном бою, как думаете, сколько человек может вот так крутить своим мячом? У них тренировки, они все время тренируются для этого. Ну, час, два, целый день. Тут целый день, наверное, нет. Пока не убьют или пока не убьют. Я думаю, когда боец устает, да, он уже становится легкой мишенью, да? То есть поэтому здесь очень важно зарубить врага с первого удара, стараться не устать
И смотреть по сторонам, потому что с каждой стороны, как вы видели сейчас, что-то может прилететь. Или щитом тебе по башке дадут, или саблей проткнут. Так, наверное, еще 1-2 репетиции, и мы пойдем на улицу и отработаем реальный бой. Завтра у меня съемки. Готовы? Готовы? Да. А, укол, да. Немножко путать. Вот здесь, да, я должен уклониться, а потом сверху ударить. То есть вот этот момент, когда вот идет меч вот так, я должен вот как в матрице проверить. Вот так сделать. Вот так. Ага. Вот отошли. Вот. Все понял. Здесь все-таки ноги играют очень важную роль. Вот оно. Движение, я в безопасности. Все понятно. Блин, ребята, я бы на вас смотрел часами Движение просто. корпуса, движение ног, все это. Ага. Каждый удар, шаг, каждый блок, шаг назад, перепрыгивание, все ногами, никто не стоит на месте. Стоять на месте можно, но это не красиво. И небезопасно, я думаю. Да, надо качать маятник. Ну что, повторим это, может быть, теперь на улице? Давайте. Ну что же, пару часов тренировки с настоящими каскадерами причем. Посмотрим, пошли ли они мне на пользу и вообще, насколько я способный ученик. Кстати, я хочу всех успокоить, тех, у кого, может быть, сомнения. Это специальные тренировочные мячи, видите, они как здесь уже зазубрены. Но, тем не менее, если получить удар таким мячом, мало не покажется. Но все равно, не беспокойтесь, они тренировочные. И, кстати, я застрахован. Не переживайте. Эту каскадерскую группу почти 20 лет назад создал заслуженный деятель Казахстана Жайдарбек Кунгужинов. А спустя немного времени он и его ребята завоевали золотого медведя на международном фестивале по конной акробатике. Позже Международная академия боевых искусств США признала Жайдарбека победителем в номинации за популяризацию спорта в кино. Эту награду еще называют спортивным Оскаром. Самых больших таких целей это получить, конечно, Таурус. Это я стал номинантом в 2017 году. Вышел в полуфинал, но не взяли Таурус, получили немецкая команда. Но я думаю, что мы получим ее. И, в принципе, это Таурус, это тот же Оскар для актеров. Это международная каскадерская ассоциация большая со всего мира, которая голосует за работу, за трюк, за проделанный. Жайдарбек работал над постановкой трюков в фильмах «Кочевник», «Монгол», «Жаужурек Мынбала», «Дорога к матери», «Викинг», сериале «Марко Поло» и других. Его партнерами на съемочной площадке были Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Чак Норрис, Джет Ли. Теперь его знают многие именитые продюсеры, режиссеры и каскадеры. А это уже мировое признание. Так что Таурус не за горами. Например, в американском у них есть разные номинации. То есть за хорошее там, падение, за хорошее горение, за хорошую постановку драк, там, автомобильная, конные. То для нас, иностранцев, только одна номинация. Лучшие постановки там, экшн-сцен в иностранном фильме. И все. То есть, представляете, да, во всем мире сколько стран, и каждый постановщик трюков пытается получить эту награду, это Оскар. И да, нам повезло, что мы хоть стали номинантами, хотя это было очень сложно. В то время нас мало кто знал. А недавно Жайдарбек Кунгужинов снялся в новом фильме «Мулан» студии Уолта Диснея. Исполнил роль командира отряда волков.
хотя вначале он был приглашен только как каскадер и специалист по трюкам лошадей. Однако на месте режиссер предложил ему роль. Интересно, потому что это все-таки Дисней. Я всегда мечтал поработать с Дисней, потому что для меня было очень важно, потому что многие компании, там Universal, разные там голливудские компании, я работал и хотел именно, чтобы Дисней поработать. И так сложилось, что не только поработал, то есть когда я приехал, убрали одного актера и поставили меня, то есть заменили актера. И продюсер и режиссер сказали, да, он сам сделает, только мы знаем, типа сам сделать все. И неожиданно он стал актером. Вот. Но такой очередной опыт, очень хороший. Снимали в Новой Зеландии, было очень интересно. Тем более в страну мы приехали первый раз. Это история о том, как гунны нападали на китайскую землю и завоевали весь ее север. Жайдарбек играл главного отрицательного героя, одного из военачальников. Командовал самой большой армией волков. Конечно, небольшая роль там, но в кадре увидите меня. Так получилось, что мы там отработали, в декабре закончили. И теперь ждем, когда фильм выйдет в прокат. Говорят, что древние кочевники, наши предки, они могли сражаться один, стоил 10, если они сражались с оседлыми жителями. Но если речь идет об их генерале, атамане, предводителе или вожде, как угодно называйте, то один такой боец, он мог заменить 20 человек на поле и сражаться весь день без устали. Вот, у меня сегодня 3 оппонента. Вот, и я попробую, как говорится, от них отмахаться. Поехали. Сейчас группа Nomad Stunts считается одной из сильнейших в мире. И, в отличие от других, она универсальная. Каскадеры сильны и в конных трюках, и единоборствах, и постановках драк. Все эти возможности и способности они реализовали недавно на съемках исторического фильма «Томирис». Историки максимально давали нам информацию, как это должно было быть. Конечно, 100% это невозможно, потому что никто не знает, как там было. Мы максимально, конечно, придерживались достоверности из своего опыта, то есть как могли драться, когда у тебя есть меч, ты дерешься, как ты можешь, чтобы спасти свою жизнь или там победить противника. Ну, посмотрим, какой получится фильм, потому что трейлер очень хороший, экшена было достаточно. К сожалению, мало у нас было времени на экшен. Хотелось бы больше, я просил больше. Скифы и саки, хунну и гунны, тюрки и монголы. Они сменяли друг друга в Великой Степи. Разные эпохи, разные нравы, но образ жизни был один, кочевой. Они оставили о себе память, как об удачливых воителях. Они поставили в затруднительное положение Поднебесную. Номады адаптировались к любой ситуации, к любым переменам. Они возвращали утраченные позиции, даже оставшись без коней. Как это они делали? Друзья программы «Каскадеры» восстановили картины военной истории наших предков. По сути, все эти движения – это воссозданные игры древности. Забавы и спортивные состязания кочевников были тесно связаны с военным искусством. В современном мире они стали одним из видов этноспорта. Ну вот такой вот бой. Я надеюсь, вам понравилось, Жандос. Вот это мой дублер и напарник Жандос Айбасов. Каскадер, актер, друг Еркебула. Что я могу вам сказать? Да, пеший бой, он не заключается только... Пойдем, Тайсон, мой друг Тайсон. Пеший бой, он не заключается только в искусстве владения мечом. Это много, это и дубинки, и палицы, да, и окинаки, и копья. Ну, в это входит абсолютно все. И всем этим в совершенстве, как и наши предки когда-то, владеют каскадеры группы Nomad Stunts. Давайте поаплодируем им. Спасибо. Не забывайте, это программа «Этноспорт». До новых встреч!